Уроки позади, а сегодня сели за парты, чтобы преодолеть самое волнительное школьное испытание – ЕГЭ. Но сначала, как и положено, бесконтактная термометрия, обработка рук антисептиком и выдача при желании маски. В этом году единый госэкзамен сдают лишь те, кто собирается поступать в высшее учебное заведение. Каждый из них готовился серьезно, но переживания до сих пор есть. Химия делится на 3 блока. Это органика, неорганика, общая химия. Легче всего мне дается неорганика, но интереснее органика. Как ты думаешь, на какие баллы ты напишешь? 70 максимум. Литература, география, химия. Экзамены сдают по самым разным направлениям. На этом пункте предпочтение отдали последнему. Тестирование пройдут 106 школьников. Помимо паспорта и гелевой ручки с собой можно брать и пользоваться калькулятором. Но изменяется с годами не только задание, но и форма проведения. Отмена тестовой части, внедрение технологий, запечатанные диски с экзаменационными материалами. На этом преобразования не заканчиваются. В этом году единственное, что одинаковое будет с прошлым годом, это то, что у нас будет печать в каждой аудитории. Но при этом у нас еще добавляется сканирование. То есть организаторы в каждой аудитории по окончании экзамена будут сканировать вот эти все бланки ответов, вот эти формы, которые они заполняют непосредственно в аудитории после окончания экзамена. Все это будет сканироваться, запечатываться и только после этого заноситься в штаб. То есть во избежание какой-либо утечки информации или наоборот добавления информации, искажения ее. То есть вот эта форма была придумана для вот этого ограничения каких-либо вмешательств в бланки ответов. За прозрачностью процесса следят общественные наблюдатели и члены ГЭК. Они стараются не допускать нарушений и оперативно реагировать на нештатные ситуации. Таких пока не было. Здесь каждый заинтересован, чтобы экзамен прошел с соблюдением требований. Впрочем, с пониманием относятся и сами дети. Они готовы к серьезному интеллектуальному бою. Я готовилась в школе с учительницей на дополнительных в 10 классе. Также в 11 классе я занималась на онлайн-уроках в онлайн-школе. А шпаргалки... если человек готовился целый год, я думаю, они ему не нужны. Даже если есть риск, что они попадутся, не стоит пользоваться. Минимальный балл по химии 36, но чтобы наверняка поступить в вуз, требуется гораздо больше. Поэтому пока одни учащиеся проходят проверку на входе в экзаменационную аудиторию, другие уже расписывают важные формулы на черновиках, чтобы не забыть. Среди этих ребят немало и выпускников прошлых лет. Кому-то не хватило среднего балла, другие не преодолели так называемый университетский порог. Я все-таки взяла себя в руки, сказала, что первый раз это ничего не значит, я не поступила, ничего страшного, готовилась очень упорно и вот сейчас пересдаю. Но, честно сказать, я не жалею, что не поступила. Это, наоборот, было очень для меня лучший, большой опыт, больше подготовки, больше обучения и так далее. Основная волна 2021 продлится до 25 июня. Результаты тестирования ребята уже узнают через 2 недели. Самый массовый экзамен по русскому языку для выпускников в этом году проходит также в 2 дня, 3 и 4 июня. ЕГЭ по математике, как и в прошлом году, решено не проводить для тех, кто не собирается поступать в высшие учебные заведения. Ну а те, кто хочет связать свою жизнь с техникой или экономикой, профильная математика будет 7 июня. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.